Сегодня у меня, друзья, день подарков. Ну, не подарков, но очень приятный день, потому что сегодня Иван Григорьевич съездил в Ухту и привез мне все это. Ромка вчера встретил, получил транспортной компании вот эту палатку «Алтай» я заказывал. Сама палатка «Алтай», теплый пол, здесь, я понимаю, печка. Сейчас распаковки не будет, это все будет распаковываться уже на льду, на природе. Сделаю полный обзор палатки, все сделаем красиво, детально все посмотрим, рассмотрим и все это, конечно, покажем вам. Еще вот видеокамера, которая сейчас снимает, вот эта вот камера, все-таки Павел реанимировал ее, сделал красиво, теперь она работает, шнур заряжает, шнур все показывает. Еще заодно вот Павел мне отправил вот такие подарочки, вот такой вот красавец воблер, воблерок, вот такой, вот такая вертикальная блесна, которую мы обязательно попробуем на водоемах, и два балансира. Это вот такой балансирчик и вот такой необычный интересный балансир, который я буду пробовать в первую очередь. Вот это спасибо, Павел, за подарки. Что еще? Ромка, племянник, который был с нами на рыбалку, он поехал на работу. Он сказал мне, что в Сыктывкаре, в столице нашей республики, есть такой магазин, где принимают старые аккумуляторы и существует скидка на новые. У меня было их два старых аккумулятора. Я отдал, скидка за один 800 рублей вроде бы, какой-то магазин. Вот. И приобрел новый аккумулятор. Сдал два, аккумулятор Шторм, посмотрим, у меня такого еще не было. Минус 50 градусов написано, что он будет заводиться, посмотрим. Вся зима впереди. Этот аккумулятор, который сейчас у меня 2 дня постоял, минус 15, заряд не держит, он заводится. Ну а здесь у меня масло, фильтр, тормозные колодки, тормозные накладки. Это все для ремонта. Это тоже Ромка купил подешевле, чем у нас в городе Сыктывкар. Вот такая вот, друзья, у меня сегодня приятная новость. И вот такие вот у меня сегодня замечательные подарки. Как будем на рыбалке, сделаем обязательно распаковочку. Вот и все. Я счастлив. Здравствуйте, друзья. Рыбалка. Работа на канале. Житейские проблемы. Одно, другое, третье. Там проблема, здесь проблема. Все кругом вертится, крутится. Но в этой жизни у нас бывают еще и приятные моменты. И один из приятных моментов — это, конечно же, получение посылок. Это для нас всегда праздник. И на этот раз у нас распаковка посылки от нашей землячки Надя Коми. Это такой аккаунт есть у нее. А на самом деле она Миколенко Надежда. Киев, Украина. Так что наши землячки из Коми по всему миру. И сейчас мы посмотрим. Она вкратце описала. Примерно я догадываюсь, что там, но что конкретно, я даже не знаю. Сейчас мы вместе с вами это посмотрим. Надежда, один из первых моих подписчиков, всегда, так, как открывать-то, напишет комментарий. Конечно, многое у нее связано с жизнью, потому что она выросла тоже на реке Печора. На реке Печора у нее прошло детство, юность. Ну, как она попала на Украину, ну, скорее всего, я так думаю, попала по распределению, закончила учебу, и куда нас, в бывшем Советском Союзе, куда направили, туда и пошли. Ну вот, сразу видно, что не умеет посылки раскрывать. Вот так вот. Вот так. Да что такое? Нормально. Так.
Все. Это у нас получилось, мы это сделали. Так. Скоро Новый год, меньше 4 недель осталось уже. Так что вполне можно это считать новогодним подарком. Та-дам! Радосвет. Этот пакет. Опа-на! Вижу коврик. Вот такой вот коврик. Так. Вот. Вот такой вот коврик. Вот так вот все. Вот так вот все завязано. Так. 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 Вот такой вот коврик. Это по-любому сделано своими руками. Моя бабушка в деревне село Покча тоже крючком вязала вот похожие коврики. И вот Надежда, видать, помнит это ремесло и сделала такой подарочек. Вот такой вот красивый оригинальный подарок. Так, смотрим дальше. Вот такой коврик, тоже по-любому сделан своими руками. Вот такая вот нитка капроновая. Толстая капроновая, это как раз пойдет для продольников. Ну вот это догадайтесь, Тёпра, что такое. Надежда мне написала, что это рыбацкий напиток. Какая-то трава там. Сейчас открываем. Запах. Запах приятный. Но это мы будем дегустировать, друзья, на лесной речке. Вот с этим товарищем, который за кадром, который не хочет вливаться сегодня в кадр. Мы обязательно это снимем, потому что дома, ну не знаю, дома это не то, а вот на лесной речке это, конечно, всегда круто. Так что мы будем делать дегустацию это на лесной речке. Это очень круто, это очень здорово. Вот еще такой коврик. И вот такая вот шкатулочка. Сейчас мы посмотрим, что здесь. Опа, какая красота. Смотрите, друзья, как красиво все сделано. По-любому сделано это тоже своими руками. Вот такая вот шкатулочка. И тут тоже всякие разные вот нитки. Нитки для продольников. Всякие разные. Так что, Наденька, спасибо тебе огромное. Очень приятно получить. Несмотря на то, что мы находимся далеко от друга и в разных государствах, мы земляки. Мы выросли на одной реке, это река Печора, мы коми, и это главное. Огромное тебе спасибо, землячка, за подарок. Это все, особенно эта шкатулочка, пойдет в мой музей, музей коми-рыбака. Ну а нитки пойдут в дело, я с них сделаю продольнички, зимние, весенние. Все пойдет в дело. Огромное тебе спасибо. Вот такая вот приятная у меня посылочка. Ну а этот рыбацкий напиток мы продегустируем на лесной речке. А эта рыбалка будет уже не за горами. Сейчас у нас на улице дождь, тепло, плюсовая температура уже 5-й день. Дождемся холодов, речки
окрепнут, будет наст, будет держать все нормально. И мы обязательно увидимся на лесной реке, на рыбалке по Хариуса. И вот это тоже там увидим. Всем пока, всем до свидания. До встречи на канале Коми Рыбак.